Hello, hello. Здравствуйте, здравствуйте. Что там у меня? Не понимаю я. Oh, no, 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 no. What? It's not working. Waiting for guest. Waiting for guest. Add. Привет. Ты так? Ну ладно, я теперь так. Я могу Ну, сразу. слушай, ну давай, поворачивайся обратно. Так, теперь только надо поставить это. Да, но Он говорит, orientation is locked. Rotate device back. Вот. я, значит, обратно. Вот так вот, да? Да. Он мне почему-то не дает, говорит, что типа так нельзя. И интересно, может быть, просто мы это самое, я начала не так. Привет, привет. Привет. Хорошо слышно? Все нормально? Everything is alright? Слушай, Okay, great. Thank you. У меня тут проверяет. У нас только один человек, э, но А? он же единственный наш слушатель, да? Нет, сейчас уже, знаешь, Нет, двое вот, появились, видишь? Вот. вижу. Дор Да. Дорогие друзья, добрый вечер, наверное, те, которые нас смотрят там за океаном, в Мариэл, в России. Добрый вечер и вообще всем, всем, всем. О, окей. Гадима. Видишь, тебе привет передают. Вот. Чалалам салам, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. В эфире, значит, у нас снова Эльвира и Дима. Мы со стороны Атлантического океана. Америки, Соединенных Штатов Америки, а Дима у нас на берегу передает привет со стороны Тихого океана. Вот Да. так, да. Ну, мы И познавали, да, люди, наверное, в субботу спят. мы еще извиняемся, что выходим поздно в эфир. Почему? Потому что мы ехали, как вы знаете, мой муж, он водитель большого трака, грузовика, и мой муж. В общем, нам пришлось очень долго задержаться в трафике. То есть движение было очень, там авария произошла, и даже не одна, и, в общем, все это затормозилось на приличное долгое время, на 2 часа. А так бы мы вышли бы в эфир намного раньше, как вот планировали. Но вот, к сожалению, как говорится, нельзя жить, не всегда получается все по плану хорошо. Иногда приходится вот так вот задерживаться по разным таким причинам. Но живы-здоровы и слава богу, как говорится. Как дела? Отлично все. Солнце светит, крыша над головой есть поесть, Это работа есть. точно. Это точно. Я извиняюсь за то, что мы выходили в эфир 2 недели тому назад, и я как бы ушла по-английски, не попрощавшись. Я извиняюсь за это. У меня так получилось, потому что телефон перегрелся. Он меня просто взял и выключил, и сказал: "Так, Эльвира, хватит, тебе уже, пора уходить". А сегодня мы, остановились так, чтобы солнце сильно не падало. В общем, лучи солнца не нагревали мой телефон, чтобы я могла, в общем, подольше побыть. А так вообще, значит, сейчас время what time is it? 2:06. Значит, 14:06 у нас время. Здесь, значит, мы поговорим, наверное, 1 час, наверное, хватит. Если если не случится никакого какого-нибудь казуса такого, как в прошлый раз. Вот. Да.
Да, тогда что? А помнишь, да, мы о чем говорили в прошлый раз? Мы говорили о воспитании детей и закончили, в общем-то, не закончили мы эту тему. Давай тогда, продолжим о воспитании детей. И как раз вот я говорила о том, что, в принципе, ты говорил, я говорила, мы говорили о том, что это вот воспитание, оно как бы, передается из поколения в поколение, то есть как вот наши бабушки и дедушки воспитывали наших родителей, как наши родители воспитывали нас, и точно так же мы воспитываем собственных детей. То есть из одного поколения в другое поколение. И, м, я Ну, тогда говорю, а? так, почти можно сказать так же. Мы должны вносить свои коррективы, я считаю. Да, ну это да, потому что жизнь-то меняется, и, жизнь как бы, вносит свои какие-то новые, свои жизненные истории. Мы через каждое поколение проходит через свое. Вот. Но так или иначе, вот я считаю, что это основа, я считаю, что как это, фундамент, это обязательно воспитание должно быть, это, любовь к труду. Вот. Научить ребенка работать, чтобы ребенок не ленился, научить ребенка, думать и уметь думать, и размышлять, и анализировать. Не просто так вот быть хаотичным, как там все, основная масса людей, вот так вот считают, так я тоже вместе с ними буду. А наоборот, так, чтобы ребенок, он, имел собственное мнение, но в сегодняшнем дне иметь собственное мнение, как говорится, это как бы получается это себе, на вред, но так или иначе все равно нужно ребенка учить мыслить, учить быть независимым. А, и вот мне, например, родители Меня они учили так, чтобы я жила в деревне. Это была марийская деревня. Кроме того, были они учителями. Естественно, это был Советский Союз. Естественно, они, большое внимание уделяли вот именно марийскому языку. Поэтому у меня вот это, марийский язык до сих пор он сохранился, несмотря на то, что я уже 21 год живу в Америке. Вот, казатат марлак утрем моштем. Но у тебя другой случай, потому что у тебя отец был военный, и вы, много ездили по разным городам и селам, и, в общем, а, ну, Да, тебе не было среды вокруг. да, вот. Но я как бы вот здесь, живя в Америке, да, у меня как бы среды тоже нету, но я все равно, я создаю свою среду. Вот. Это вопрос другой, ведь если ты научился один раз на велосипеде ездить, ты научился, даже если в 60 лет, Э, в детстве. Да-да-да-да. Это ты правильно отметил, что вот именно вот тот вот фундамент, который вот мы закладываем в детстве, он очень много значит. Вот вообще в воспитании. Вот. Да, И вот у меня прямо сейчас вот детей русскому языку, вот тяжело тоже. Среды нету, кроме как дома. Им комфортнее на английском говорить. Вот боремся как можем. да. Я тоже, между прочим, своих, девочек, ну, старшую-то не надо было мне учить, она и как бы ей было 10 лет, она уже с русским языком и даже с марийским языком приехала сюда. А вот младшую мне приходилось с ней работать и учиться. Я помню, покупала из Нью-Йорка азбуку или же букварь, и я пыталась с ней учить, но она ленилась, и один раз я говорю: "Давай, будем учить". Я говорю: "Где твоя книга, где твой букварь?" А она мне говорит: "А нету". В общем, нету. А потом я нашла, в этом она спрятала, под матрас. П Но они п сейчас говорят как, на русском или на английском? Ой,
только на английском. Но они же уже большие девочки, им уже за 30 лет. Старше-то вообще за 31. 31, а младше 27. Поэтому у них и окружение полностью вот это вот американизированное такое. Ну, все американцы у них вокруг, и все иммигранты вокруг из разных стран мира, и у них один язык общий, на котором они общаются только вот на английском. У Ну, нас, между понимаете, прочим, а понимать, между прочим, они понимают, но они опять же понимают очень выборочно. Вот я, например, что-то там делала, я не помню, что я делала. Я говорю: "Принеси мне, говорю, словарь". Она ходила, долго-долго ходила, 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 ходила. В конце концов, я слышу, она подошла к сестре и говорит: "What she want?" Так вот, что она, говорит, хочет от меня? Она говорит, старший ей говорит: "Dictionary". Типа того, что словарь. Говорит: могла бы так и сказать, типа того, что: "А я тут мучаюсь". Ну, то есть уже, а сейчас они уже, ввиду того, что со мной они не живут, и мало они общаются, я не знаю, насколько у них есть русскоговорящие. Естественно, вот таким вот образом и, язык-то теряется. Ты а думаешь, я за читать читать. Младшую так ведь я и не смогла научить ее. Она прямо отбрыкивалась и все, прятала это самое, букварь под матрас, и, не пришлось. А старшая, да. Вот как ты вот сказал в детстве, вот это вот, да, вот, Ну, умеет читать старшая, да? да, умеет. Она же училась. Мы когда уехали, она, наверное, в 4 классе, что ли, была. Вот так вот примерно. То есть Ну, она практики научилась. нет. Всё равно же она Да-да. будет там читать, да? Да, но она все равно читает, она понимает, но ей, видать, похоже, легче вот только выражать свои мысли, говорить. Но она иногда, между прочим, да, она марийский помнит тоже, марла мошта и марла, шарна она помнит, и она говорит. Она иногда, когда сердится со своими там работниками, она так говорит: не могу понять руки!" Вот, вот. Да. Я я говорю: "Чего так?" Он говорит: "Ой, мама, не спрашивай меня". Вот я говорю: "А чё ж ты не сказала так?" Говорю. Э, и прямо вот так вот. Она говорит: "Нельзя". Вот. Но у меня то Это же самое. Старшая читать умеет. Я смски пишу специально на русском языке, хоть какая-то практика есть. Она мне на английском пишет, я отвечаю на русском. Хоть вот хотя бы смски каждый день что-то там переписываемся. Я по-русски пишу, чтобы это практика это упражнений. да-да-да, это ты знаешь, вот ты думаешь, вот зачем я открыла YouTube канал? Я просто один раз, когда начала разговаривать, я прям на каждом слове я, прям это у меня какой-то вот этот вот был, какая-то стена. Я не могу выразить свои мысли, и я, значит, думаю: "Господи, я английский-то толком еще не выучила". А тут и свой родной, язык, значит, забываю, свой родной марийский, "марлам ондаштигаланам", и русский забываю. В общем, и здесь не там, и там не тем, и вообще нигде, вообще ничего. Думаю, ну, мне что-то нужно делать, и вот муж мне подсказал в плане того, что, говорит: "Ну, слушай, вот мы, говорит, ездим по всей Америке, почему бы тебе, мол, не открыть вот именно, YouTube-канал, и ты там будешь, говорить и на русском языке, и иногда, говорит, на своем родном марийском языке, а иногда, говорит, вообще будешь для англоязычных делать какие-то там видео, знакомить вот именно своих, говорит, друзей, говорит, нашу семью, с той культурой, откуда ты сама". И так я, в общем-то, вот, пришла к идее и открыла. В общем, YouTube-канал первоначально он открыт для того, чтобы я, улучшила свои, в общем, языковые навыки. Вот, потому что за 21 год жизни в Америке это очень и если не разговаривать, то можно очень легко забыть.
Вот, а желание у меня забыть это не в планах. Это не входит, как говорится, в мои планы. Тогда надо с марийцами разговаривать. Сейчас это можно же там этот телемост строить этот. Чего? Граммар нации нерген момшуныда. Что имеется в виду? Я что то не поняла. Я вопрос не поняла, честно сказать. Я тем более. Подожди. А, Очень быстро все это самое. Я вопрос не поняла, честно сказать. Написали. А, Напишите по-русски, что ли. Але марла сайын рак-рак умылтарен возыза. Мы вара вашмутым пуэн. Вот. Перефразируй, пожалуйста, да? Да. А, Грамма наций момшина, да, типа, что ты думаешь о чего-то там такое? Я не поняла. Нации, ой. Я такие серьезные вопросы, честно сказать, даже нет желания об этом разговаривать. Я еще, кстати говоря, открывая свой YouTube-канал, я сказала, что я не буду обсуждать таких известных личностей, политиков, артистов. Вообще саму политику я не буду, я не хочу обсуждать. И также я не хочу обсуждать, вообще вдаваться вот в религию. Вот это вот 2 темы для меня как бы сверху, как бы проехаться я смогу, вот, но углубляться у меня нет желания, потому что так или иначе, хочешь ты эту политику, не хочешь ты эту политику, политика, она влезет в твою жизнь, она как бы будет, твою жизнь это самое, так или иначе дергать либо в левую сторону, либо в правую сторону. И политики то же самое. В общем-то, нравятся они нам или нет, они все равно делают так или иначе нашу жизнь. Лучше или хуже, так или иначе. Вот. М, Сама Интимный я вопрос. да, и у меня брат, конечно, был политиком, но меня, саму вот политика вообще, никогда не привлекала. Нам Мне написали, что мы педанты, грамотеи. Что это значит? Тоже ничего не понятно. Педанты, грамотеи. может быть, имеется в виду эмигранты-грамотеи? Да, вполне возможно, да, потому что и это очень важно. Вот приезжаешь в другую страну и начинаешь новый язык как бы изучать, и новую культуру. Культуру-то ладно, но в принципе, знаешь, язык и культура, они, в общем-то, вместе, они соединены друг с другом. Я уже делала, чего? Грамматические нацисты. А, Грамма наций. Да. Наверно, да, потому что, приехав в новую страну, ты начинаешь изучать культуру новой страны, и эта вот новая культура, она, естественно, связана, с языком. Вообще, любой язык, он связан со своей культурой. Возьми хоть, например, английский, американский английский или же английский британский, есть большая разница. То есть я уже делала видео на эту тему и рассказывала в этом видео, кстати говоря, о том, что, ам, как мне однажды, в общем-то, сказали have a nice life or have a good life. Вот, я-то восприняла это, ну, хорошо. Мужчине, в общем, не понравился мой ответ, и он не захотел больше со мной разговаривать, и он, в общем, мне сказал have a good life. А я,
перевела это как бы он мне желает хорошую жизнь, и я ему говорю: "Have a good life to you too". Я желаю тебе тоже хорошую жизнь. А оказалось, и все очень начали смеяться, да, думаю: "Чё вы все смеетесь-то?" Я говорю: "Чё смешного-то?" Я сказала. Я ему пожелала, говорю, только хорошую жизнь, и всё. И это, говорит, вообще не про хорошую жизнь. Что ты, типа, это, говорит, своего рода как бы вот пословицы, поговорки есть у нас, да, идиомы. Вот. Переводится одно, а смысл имеет совершенно другой. Это, в общем-то, человек мне сказал, что я не хочу иметь с тобой ничего общего, в общем, типа до свидания. Ну, послал он Прощай, меня. прощальный, Да, да. это бы, да. А я не поняла, и ему сказала: "Have a nice have a good life to you too". Типа того, что ну и тебе то же самое. Вот. Но получилось смешно. И вот. То есть не приехала бы я сюда, конечно, в Америку и не попала бы вот эту среду в американскую, мне бы тогда, конечно, никогда бы не пришлось узнать, что это такое. Я бы так бы и думала, что have a good life — это, ну, кто-то желает мне хорошую жизнь, а на самом деле это очень плохо. Вот. Ну и второй случай, вот как раз вот я сказала, что, а, вернее, я услышала, как опять же девочки у меня разговаривают, говорили там про кого-то, и, они говорят: "She has lots of junk in her trunk". И я такая: "Чё хоть вы говорите?" Я говорю: "Я никогда у нее не видела в машине никакого, мусора в этом, в транке". То есть, как этот транк переводится? В кузове, Багажник, в багажнике. багажник. Я говорю: "Я никогда не видела, в багажнике ее машины никакого мусора". Они такие: "Ха-ха-ха-ха, очень смешно". Я говорю: "Чего смеетесь-то? И разве я что-то неправильно поняла?" Говорит: "Да, мама, ты неправильно поняла". Это, говорит, вообще, говорится, говорят так, когда женщина имеет большое заднее место. Вот. She has Как lots это of she has a lots of junk in the trunk. That's correct, Jerry? Да, да. She has lots of junk in a trunk. Junk in a trunk именно, говорит, это вот именно воспринимается, когда так говорят вот именно во Флориде, употребляют про женщину, которая, в общем, у которой большая такая. понятно, понятно. Вот так вот. То есть, именно вот уча язык, а, живя вот именно вот в той среде, вот именно изучая культуру, язык изучаешь лучше, я скажу. И правильно Бывает. делают Что ты говоришь? Конечно, конечно, я не спорю. Да, то есть хочешь изучать итальянский, обязательно нужно изучать это в Италии. Хочешь изучать немецкий, э, вот нужно ехать Вот В Германию. мне, допустим, хочешь испанский учить, найди себе это, мексиканскую любовницу. Сколько Нет, давай. испанский, опять же, также он как бы подразделяется. Есть Ну, испанский, опять же, испанский есть, опять же, есть испанский, вот именно мексиканский. Вот. суть-то не в этом. Ну да. Если в Ах, любовнице. ой, Дима, мне Я говорю, у такое меня жена будет против. Не будет я как бы. я тоже против этого, вот. Я за Надю, вот, да. Не, ну хороший способ, в смысле то, что вот когда, кто-то, если, девушка русскоязычная приходит, выходит замуж за американца, у них, английский язык очень быстро растет, потому что они круглосуточно на работе и дома, в англоязычной среде. Ну вот то, что получилось у меня, да, у меня вообще мне приходилось с мужем разговаривать, и с тем, и с другим, как говорится. Вот. А потом опять я на работу пошла, специально только для того, чтобы потому что я сказала: "Я не могу сидеть дома, потому что если я пойду работать, то если я буду общаться с людьми, у меня,
будет больше возможностей и вот это вот изучать вокруг и слышать вот это вот все. То есть через практическую жизнь быстрее учишь, ежели вот так вот по бумажке, по книжке. На практике быстрее лучше все учится, скажу так. Вот. Да, ну, еще, культурный аспект, то, что вот у меня дети, особенно младший ребенок, совершенно, уже по-другому на мир реагирует, и, ей тяжело играть уже с русскоязычными детьми. Вот у нас очень много во дворе детей играет, она уже их, не воспринимает. Ей трудно. А, допустим, ребенок у меня не любит, когда его трогают. Вот это тоже американское такое пространство свое личное. Вот она туда никого не пускают, а русские дети спокойно туда вторгаются. То есть и учитель по рисованию у нее тоже все ее трогал так это тактильно. Она говорит: Папа, я больше туда ходить не буду, потому что меня ученица трогает". То есть это вот не принято в американском обществе трогать людей. И вот она вот у меня уже такая, что как нет, все Э мое пространство. Это правильно, потому что, знаешь, здесь как бы даже когда разговариваешь с человеком, всегда стараются держать вот эту вот дистанцию. А, это да, это сама культура, вот она американская такая, что ты там: "А?" Вот нет такого. Ну, обнимаешься, и то, и смотря ведь с кем, кому даешь ты это самое, вот этот вот хаг-то. Вот Ну, это, понятно. в общем, да, американская культура, ты как бы ну, раз уж, как говорится в Америке, раз уж все так это, ам, приехав, говорит, в Рим, должен быть римлянином, да? Да. Тоже вот так вот. Ну, у нас, кстати, комментарий был о том, что, я так, чувствую, что Тида Мария Айдема, Америка Штильша Мария Айдема Возен. Я говорю, что это человек, который написал, что, я чувствую, что это человек, который написал, он, в принципе, живет здесь, в Америке. Он национальности Марии, потому что он на марийском языке написал. Он написал, что видит в Walmart таких очень грузных, таких больших, я скажу, аппетитных женщин. Вот так вот, видишь? Хорошее слово я нашла. А, Бодипозитивных. да, это, да понимаете что? Это ведь дело, раз уж мы начали говорить про вот это вот junk in a trunk, про позитивных, вернее, про таких вот аппетитных людей. Ой, я вам что скажу. Я когда жила в Мариэл, у меня был размер 42-44. Я была всю жизнь худая. Я приехала сюда, опять же, была такая, может быть, немножко пополнила, но я изменилась, потому что а, мне пришлось поправиться, потому что я заболела. И когда я заболела, мне пришлось пить вот именно стероидные таблетки, которые повлекли вот это вот изменение в теле. То есть я, прилично, в общем, поправилась. То есть я поправилась не от того, что я там захотела, а я поправилась из-за болезни. Но и поэтому что хочу сказать, с тех пор у меня как бы много времени прошло. Лишний вес- это, конечно, плохо. Это, во-первых, физически ты меняешься, во-вторых, это очень плохо для собственного здоровья. Я, несмотря на то, что даже у нас как бы у меня сидячий образ жизни сейчас, мы все равно, Денис, hello, Денис, салам, Денис. В общем, мы все равно, несмотря на то, что у нас постоянно вот мы в дороге, и нам приходится очень долго сидеть на протяжении там 8, 10, 12 часов, мы все равно, стараемся с мужем находить время для физических упражнений. И это причем мы делаем каждый день. Да, и я посадила себя на диету. Я сейчас, в общем-то, похудела, наверное, на килограммов 12 или 15 скинула. Это преднамеренное мое желание, потому что это некрасиво, с одной стороны, во-вторых, это плохо для здоровья. Я не могу судить других людей,
Почему у них? Потому что у некоторых вот, ну, просто, ну, не получается никак, потому что наверняка очень сильный неправильный обмен происходит в организме. Поэтому, видите ли что, каждый человек должен сам для себя все выбирать, что ему и как ему, или же ей. Вот. Если она здорова и счастлива с этим, и муж ее любит там. Ну, какая разница? Я, например, тоже это у меня на работе были люди такие аппетитные. Вы знаете, я привыкла теперь, кстати говоря, вот Америка несколько меня в этом плане изменила. Я особо не обращаю на таких вот аппетитных людей, а, не д не выделяю их, слишком огромного внимания для них. И для меня больше важно, что они скажут, как они себя поведут. Для меня это больше важнее, Ну, ежели это это же очень неприлично еще обращать внимание на вес человека и на его ка комплекцию. Это же конечно, очень это у нас, например, на работе, это, упаси Господи, если ты там скажешь там что-то такое, ты типа того, что такая у тебя джанкина-джанка не лезет, мол, в дверь, ну и там проем. Тебя же уволят сразу же. Вот. Да и это и некрасиво, и это не тактично, это не культурно. Это и потом сама жизнь может так развернуться. Мне, например, было очень неприятно, одной из таких вот подруг, вообще не могу даже сказать, что она была такой очень, а, подругой такой близкой. Я как бы еще в 20 лет поняла, кто может быть подруга. Подруга-подушка, как говорится. Дружить-то как бы я дружу со всеми, до определенного времени, но потом мне пришлось, оборвать отношения, потому что мне не понравилось. Я спрашиваю: "Как у тебя выходные прошли?" Говорит: "Хорошо". Вот там подружка звонила, и мы, говорит, разговаривали про тебя. Говорит, она, говорит, спросила: "А что, она так это похудела, что ли?" Я говорю: "Да блин, елки-моталки, а чё вы так, говорю, беспокоитесь, Мариэл, про мой вес?" Паринга да чай, не гуна маткоя лия шогышлича. Ну, короче говоря, а, жизнь вот, понимаешь, как роллер-костер, как вот этот американский это самое, никогда вот сегодня ты худая, завтра ты, да, это самое. И я тогда, да, я и тогда очень высказалась. Я сказала: "Ты почему меня не воспринимаешь как человека? Ты же меня помнишь и худую, ты меня помнишь, когда я немножко, а, а, ты меня помнишь и худую, ты меня помнишь, как говорится, когда я поправилась. Неужели для тебя вот внешний мой вид важнее, ежели вот то, что я чувствую, как меня воспринимают как человека, то, что я говорю, то, что как я к тебе отношусь. Причем относилась я к этому человеку всегда очень уважительно. И как все мои приезды всегда я привозила ей хорошие подарки. Не только даже ей, а чуть ли не всей семье привозила. И такое вот неуважение, типа мы вот разговаривали, и чё, она похудела, что ли? Какая разница? Похудела я, потолстела, что вы прям? Это так важно для вас? Э, Мне это очень сильно не понравилось. Ну вот да, но пришлось вот поправиться из-за здоровья. А ведь я ей тогда, между прочим, говорила, что вот эта вот, поправка моя не только вот из-за того, что я там это самое кушаю так много. Ну, покушать я тоже люблю. Извини меня, я здесь, причем, когда я жила в России, у меня особо-то и возможности не было, скажем, одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое там покупать и захотела и купила, потому что все это было очень дорого. И сейчас наверняка все очень дорого. Да, конечно, что ж там мы знаем, говорить-то. А, бедствовала марийская интеллигенция, да? да.
Когда я сюда приехала, естественно, у меня как бы я начала работать. Я не скажу, что я прям зарабатывала вау-вау, очень много, да, но моя заработная плата позволяла мне очень приличное многое, я тебе скажу. Это моя заработная плата позволяла мне подожди, что там говорить? А, боритесь, Денис. Моя заработная плата позволяла как бы даже в год 2-3 раза летать в Россию. Моя заработная плата позволяла мне оплачивать все мои счета. Моя заработная плата позволяла мне путешествовать по Америке. Но вы знаете что? Тут я просто научилась вот именно вот манипулировать, лавировать. Когда летаешь очень много, у нас же вот это вот дельта дает вот этот вот miles, вот. И вот это вот мили я использовала. Ты там, например, в Россию слетала 2 раза, и в третий раз можно там полпути, билет на полпути, там, например, из Таллахасси до Нью-Йорка, там, я, например, заплатила, а уже из Нью-Йорка до Москвы я уже вообще ничего не платила. Ну, в общем, вот так вот. Так что вот эта вот поправка, тем более еще, как бы в возрасте за 50 люди, естественно, меняются. Я считаю, что мы должны быть друг другу более добрее и мудрее, и воспринимать людей, тем более своих друзей, а, знакомых, а, не по внешнему виду, а от того, как человек сам себя ведет, что он говорит, что он делает для тебя. Тем более, что я всегда этому человеку старалась помочь. Например, она все жаловалась на работу, там не платят ей это, и все у нее там нехорошие. Я не понимаю, как она до сих пор там работает. Вот. Я сказала, ну хорошо, давай я позвоню, у меня есть знакомый. Я говорю, ты позвонила? Да я подожду еще. А, Понимаешь, еще что я поняла, что человеку невозможно помочь, если он сам не хочет изменить свою жизнь. Куда пошел? Я тут кто-то стучится. У меня Да. Zoom. Заходи. Hello, кто это у нас такая? Скажи всем привет. Салам лиже, Мариел. Это старшая или младшая? Младшая. Это младшая. Видишь, она могла сказать салам и не привет. Hello. Вот. Так что а, Так что люди... про неприлично. Все. Что говоришь? Скажи Про еще вес, раз. говорю, про вес говорить неприлично. Конечно, неприлично, некрасиво, не тактично это. Нужно человека воспринимать по внутреннему состоянию. Э, От того, как он себя ведет, от того, что он для тебя делает. А, В общем, мне было очень неприятно это, то, что я старалась как бы делать для нее и для всех по-доброму, была, в общем-то, было ко мне вот такое вот отношение совершенно иное другое. Но это я тебе, знаешь, что скажу? Это у нас в Мариэле проблема, менталитет такой. К сожалению, Ну, у нас там нужно менять мышление. Мышление вот это вот изнутри. А это сделать сейчас практически невозможно. Может быть, общество невозможно поменять. Может быть, сам один человек, если даже что-то он и хочет, он, может быть, и выделяется, но ему тяжело это сделать. Как-то сразу будут воспринимать его как белую ворону и будут заедать его.
Да. Меня Это заедали. с А? с годами приходит, говорю, со временем. Э, Как говорят, experience приходит с опытом. Это-то да. Но я вообще не понимаю, мне кажется, что это даже приятно быть индивидуальностью. Понимаешь? Не как вот все в толпе, а вот личностью. Вот ты, Дима, да, Криваксин, у тебя свое лицо, свое нутро, свое суждение. Мир ты видишь по-своему. У тебя есть свое, блин, мнение, понимаешь? Тай улад Да. Дима Криваксин. Тай нигин дена вес айдем адена отпутить лиманшаш. Я говорю, тебя не перепутаешь ни с кем. Ты Дима Криваксин, потому что ты Дима Криваксин. Чего там пишут? Ну да, это правда. Это, говорит, наследие СССР, коллективизм. Ой, но мы же родились в СССР, но так или иначе, вот мама со мной все воевала, говорит, ты чё? Говорит, иногда ты прям меня, говорит, настолько заставляешь, говорит, волноваться. В общем, это вот мое вот это вот, как бы, я не старалась выделяться, да, но это, может быть, у меня вот чисто натурально все это выходило. Ну, получалось так, что я, да, я вот выделялась. Либо Мгм. своим... А? Сиди тихо, вот что тебе больше всех надо, да, вот сиди, куда ты вот, да? Говорили такое? Ой, не раз. И мне говорили: "Язык твой- враг твой". Между прочим, твоя и моя знакомая так говорила. Я сейчас не буду ее имя, говорить. Мы с ней учились вместе. Hey, hello, салам лиш. Да, она говорит: "Вот тебе надо это, что ты, типа, не могла, что ли, промолчать?" Я говорю: "Ну, а как так это промолчать?" Вот. Но иногда это у меня вот выходило все это, натурально все. Иногда, я, например, я не знаю, мне кажется, что вот сама Вселенная, Господь Бог вот со мной как бы руководит, да. Иногда я считаю, что мне нужно это сказать, и я и говорю, а иногда считаю: "Ай, пешки льда". Ай, мол, типа, больно вы мне нужны. Чё, мол, какой толк с вами разговаривать? Учи вас, не учи. Это жизнь сама, в общем, вносит коррективы, и человек сам должен пройти, чтобы прийти к какому-то вот, conclusion, как говорится, а, чтобы как это, как называется, conclusion-то, рушлата по-русски-то? Заключение, Да, к заключение. такому заключению, чтобы сделать выводы и решить для себя, что нужно и как нужно. То есть, для этого, естественно, чтобы вот эта вот революция должна произойти вот в мозгах и в разуме, чтобы что-то вот изменить. А это можно сделать, знаешь, когда? Если детей учить правильно, опять же, я же не просто так сказала, вот а, про воспитание. Воспитание это очень много значит во всем. То есть быть индивидуальностью это совсем неплохо. Быть независимым совсем неплохо. Я, например, еще, когда моей старшей было 7 лет, она такая счастливая пришла, она говорит: "Ой, я сегодня от Дедушки Мороза получила лучше всех подарок". А я ей говорю: потому что твоя мама заплатила больше всех денег. Вот так вот. Она мне до сих пор высказывает: "Ты, говорит, вот это вот мое, говорит, состояние сказки, да, ты, говорит, одним махом все, говорит, взяла и срубила". Я, говорит, у меня, когда дети будут, говорит, не буду так рассказывать. Я говорю: "Ну и учи своих детей, говорю, врать". Всю сказку разрушила, да? Да, говорит, ты мне, говорит, объясни, почему, говорит, ты это сделала? Вот взяла, говорит, сказала, что, говорит, нету Дедушки Мороза. Ты чё? Говорит, и вообще подарок, говорит, от мамы. Вот. Я говорю: "Ну, Маша, я говорю, я не захотела, говорю, тебе врать, и чтобы ты не жила, говорю, в иллюзии, что, говорю, сама не будешь думать, сама не будешь работать, тебе никто ничего не принесет. То есть ты сам должен все делать, стараться". Вот. И поэтому, ты знаешь, я
их тоже научила, вот это вот вольнодумству, скажем. Они, ой, блин, иногда такие вольнодумные. И уже настолько они уже стали independent, то есть независимыми, живут, работают, учатся, старшая до сих пор учится. Я говорю: "Зачем?" Он говорит: "Мне это нужно". Ну, раз нужно, значит нужно. То есть она сама выбирает, что ей нужно. Вот Девушка я уже замужем? ой, да, да. Они обе замужем, они живут своей жизнью, они обе работают. Ты знаешь, я уже, наверное, ну, старше, наверное, лет 8. Ну и младше то же самое, почти одинаково, и вообще ничем не помогаю. Вообще ничем не помогаю. А Я не дети а? де дети Детей есть? детей у них нет. Они, преднамеренно не желают иметь детей. Это вот, кстати говоря, американская эта культура, вот это вот, они это очень хорошо, как губка впитали. Они как вот живут. Я говорю: "Ну вы, блин, эгоисты". Они мне говорят, я говорю, я иногда так спрашиваю, у нас, говорит, денег нет. Я говорю: "Ну, слушай, не шутите, говорю, у вас денег нет". Я говорю: "Работаешь, работаешь, дом есть". Я говорю, но у них это денег, это, знаешь, это нужно и это, и это, и это, и это, и это, знаешь. У нас же другой вот был менталитет в Мариэл, да. Я вот, например, когда их рожала, совершенно не думала, денег нет. Вот. Я их рожала для себя, я их родила двоих для того, что потому что я знала о том, что двоих я смогу как бы женщина, она всегда рожает для себя, не для мужчин. И я родила столько, сколько я могла их вот это, воспитать и, поставить на ноги. Вот. Я сказала: "2 мне хватит". Так и получилось так. Кто мне пишет: "Тоталитарные режимы не стараются это допускать своим гражданам". Северная Корея тому пример. Наследие коммунизма, социализма сказывается. Но это так, но так или иначе, вот даже живя в СССР, родившись в СССР, вот такая я получилась. Вот. А, а, они Родила и не пригодилась, да? Уехала. Ну вот, всегда имела собственное мнение, всегда думала, чего, как, зачем, почему. Может быть, иногда я не высказывала, но там, так или иначе я все равно имела собственное мнение на всего. Я вообще слушаю всех. Я слушаю, но я, знаешь, тоже некоторые слова я сразу же что услышала, сразу же в garbage бросаю, в мусор. А что-то думаю: вот это тебя нужно послушать". Дай-ка я послушаю. Вот, умная. Вот, кстати говоря, ам, у меня дай я закончу тогда насчет девочек. И они я уже им очень давно не помогаю. Они живут своей жизнью, они вот выучились, работают, каждый живет своей жизнью. И слава богу, как говорится, вот эта вот независимость, вот как вот мама вот воспитала во мне вот эту вот независимость, типа работай и сама думай, за тобой никто не будет ходить, то же самое я и сделала со своими девочками, что они, в общем, нету Дедушки Мороза, поняла, Маша, все, забудь, вот, сама не потопаешь, не полопаешь, как говорится. Уке, уке, Санта-Клаусет, уке, вот. А она мне потом все спрашивала, говорит: "Как нынче у Санта-Клауса в банке, в Bank of America?" Ну вот сейчас, говорит, принято для детей покупать квартиру в Йошкар-Оле. Ну вот, извините меня, но я даже не в Йошкар-Оле, да что там говорить, мне с таким братом ни квартиры, блин, ни в Москве, ни в Йошкар-Оле не досталось. Вот. Ну и то же самое я, к сожалению, не смогла, у меня есть собственный дом, но, кстати говоря, у них тоже все свое собственное. Вот, но я для них ничего не покупала. Они сами вот это вот учатся, работают и делают свою жизнь. Я сказала: "Вам нужно? Делайте". Вот как мне мама сказала: "Таранет килуэшта еште, шкаланет тунемат маланемогл". Типа ты учишься для себя, не для меня. То же самое.
Вот. Раз вот уж старше, как говорится, нужно вот эта вот учеба, она посчитала нужно снова идти и продолжать еще учебу, вот и она и учится. А А так, родительский м, родительский дом остался? ты знаешь, родительский дом остался, но там ам, нехорошие люди заходят, ломают и, в общем, бессовестно. Я примерно даже знаю, кто, но пока говорить не буду. Вот, и они считают, что Эльвира далеко слишком живет, ничего не видит, не слышит. Эльвира видит все. Вот. Мне Шпион даже шпион. ты знаешь, самое интересное, вот люди, может быть, не верят во все в этот потусторонний мир, да, а мне все мама снится. Я, и она мне все это вот во сне говорит. Буквально в 2018 году перед приездом, а, домой, в деревню, она мне приснилась и говорит: "Ты, говорит, едешь домой, я тебе, говорит, сразу хочу сказать, говорит, что, говорит, на кухне, говорит, окно, говорит, разбили. И разбил, говорит, этот, она мне сказала. Я прихожу туда, вот самое, и точно, окно разбито. А потом уже, когда я уехала, э, я оставила там дверь открытой. Но я уже была в Америке, она мне опять снится и говорит: "Ты, Мэнгштелинат, омсажем, тюклен кодаш клешили, говорит, ты была дома, говорит, и дверь не закрыла". Так и есть, я открыла открытым. Я такая проснулась и говорю: "А почему ты мне сейчас только говоришь-то? Я уже в Америке, я не могу. Если бы я была еще хотя бы в Йошкар-Оле, я бы обратно бы приехала и бы закрыла бы дверь". Такая, я такая: "Мама, я уже в Америке, я уж сейчас не поеду туда закрывать дверь. Я могу только об Ну, этом сказать". там никто не живет, да, в смысле? Нет, нет, но туда приезжает, один из братьев, в общем-то, время от времени. В принципе, да, там М, хорошее место летом для зимой, вот, Да, вернее, весной, летом и осенью, а зимой там тяжеловато жить. Нет у нас никакого водопровода и все остальное. Но водопровода, наверное, у многих нет. как Кста деревня-то называется? Деревня Леж-Вершины Куженирского района Республики Марий Эл. На весь мир объявляю, откуда я. М, да, я из Республики Марий Эл, Куженерского района Республики Марий Эл. Мы улам Мария Илгачен, Куженер район, Лажмучаш, Ялгачен. Даже не Лажмучаш, а Камелина, Гуляева, потому что там было несколько деревень. Камелина, Гуляева, Изи Лажмучаш, то есть маленькая Лежвершина, и через овраг, значит, Лежвершина. Потому что в Лежвершине сейчас живут еще несколько людей, несколько домов там. Эта деревня вообще, кто скажет, а где это находится, эта деревня находится недалеко от деревни Шор-Сола Куженерского района. Вот. Шор села. Да? Шор-Сола, над Шуар-Сола. Не Шуар-Сола, вот, а Шор-Сола. Шор-Сола Понятно. Куженерского района, да. А, ш- Куженер и Ждур, большой или Ждур? да, и вот Лажмучаш, то есть очень многие тоже думают, что это близко к Большому Ляждуру, но это далеко от Большого Ляждура. Я скажу, что кто там? Иштымбал. Иштымбал, тоже Иштымбал — это когда ты едешь из Куженера, в сторону города, на левую сторону остается. А моя деревня, она, в общем-то, это туда нужно полем-полем пройти. Это не каждый знает. Вот. То есть из глубинки, Ой, совсем из глубинки. очень из глубинки, да, очень из Такой глубинки. глубины. И добралась, да, доехала до Америки, да. Да. Это да. Ну вот, понимаешь, что? Я Эмиграция вообще-то это не для всех, потому что
Эмигрировать — это значит себя ломать, свой менталитет ломать, себя, как говорится, учить всему новому. Это не только язык, это не только менталитет. А, Вообще я счастлива, что вот моя жизнь повернулась таким образом. Эмиграция, она дает возможность для развития, вот. И Америка, она больше меня развила в плане во многом. Естественно, в чем то мое мышление изменилось, но я скажу, что я все равно все свое хорошее я сохранила. То есть я сохранила свой родной язык, Марийомом Арленкуденам. Это для меня очень священно. Язык и мать — это одно и то же, я считаю. Вот я сохранила свой родной язык, я сохранила свою культуру до сих пор, как говорится. Мы поем и пляшем по-марийски, да, Джерри? Ага. Е-е, скажи. Во, во, американец у меня марлак утра. Вот. А, Кстати говоря, дома он мне даже включает, вот он знает наши марийские каналы музыкальные, включает мне Шакирова, он мне включает, как вот домой приезжаем. Вот, сохранила я до сих пор я готовлю эти, марийские блюда, пулашка муна и коголя разные. Знаешь, да, что такое это, Дима? Тора коголя, то есть это пироги с творогом. Вот, хочу сказать, что Гармошка нет? Гармошка. гармошка есть у меня, баян, да, я еще играю время от времени на баяне, да. В общем, Ну так но выйдешь во Флоридское поле, значит, я уже помнишь, делала это, я уже делала это. У меня соседи начали приходить ко мне. Вот. Шакировам пешкиротена. Конечно, да. Шакировам моя-то что? Тугемо. Тагадак шоу. Але, сагадак шоу. У! там у вас Да. есть М? лес нормальный во Флориде-то, кроме пальм-то что-нибудь растет? Да, у нас растут эти деревья большие, как они называются, сосны. Вот. О, ну на марийский лес всё равно не похоже, наверно, да? Я тебе фотографию пришлю, посмотришь, скажешь потом. В общем, что хочу сказать. Да, конечно, мы уже взрослые люди, мы понимаем, что белое, что черное, что хорошее, что плохое. Я свое хорошее сохранила, вот. Все, что я взяла, это язык, культуру, вот это вот. Я помню, что откуда я вообще родом, а, откуда у меня корни начались. Но приехав сюда, я, естественно, научилась очень многому хорошему здесь тоже. Вот. Так что ам, я думаю, что вот эта вот эмиграция все-таки она дала мне возможность Расширить кругозор. еще как, еще Да. как. Я вот хотел, вот если получится, то детей отправить учиться в Европу, чтобы у них как бы впитали всю культуру, и русскую, и американскую, еще и европейскую какую-нибудь. Вот у них на самом деле тогда был бы очень широкий кругозор. Не знаю, получится, не получится, я бы с удовольствием бы отправил куда-нибудь во Францию, может быть, куда-нибудь в Германию. Но, знаешь, ты и здесь много можешь найти такие вузы, где вот, например, нельзя так однобоко сказать, что в Америке только американская культура, потому что у нас, например, Florida State University, да, Маша моя училась с теми же болгарами, с теми же мексиканцами, теми же из африканских стран, в общем, с разных стран мира учились. И этими некоторыми друзьями я знакома. Кстати говоря, из южноафриканской, страны она говорила по-немецки. Она как: "Guten Tag, Frau Hamilton". Да, вот.
А я ей говорю: "Салам, салам". Вот. Говорит: "А что такое салам?" Я говорю: "Салам- это hello, это guten Tag". Вот. А, Денис, во Флориде как-то зашел в лесок, кругом все шипит, страшно стало, сразу вышел. В Турецком районе постоянно по лесам один ходил в детстве. Ну, шипит, да, у нас и аллигаторы есть, и змеи разные. Ам, у меня муж это быстро видит все это. Я один раз вышла, я говорю: "Я сейчас пойду, говорю, а, эти кустики, говорю, подрежу". А там, говорит, змея лежит. Я говорю: "Да ну тебя! Чё, не видела, что ли?" Я говорю: "Нет". Ну вот, пока он мне пальцем не ткнул, говорит: "Смотри". Я говорю: "И вправду". Вот. Ну да, у нас хватает. Глаза заточены под змею, да, а у нас нет. Ты знаешь, а, так, Гарвардский, Принстонский, Массачусетский технологический институт, Лига плющ. Да, всего хватает. Самые разные университеты, где, люди учатся из разных стран мира. Так что не надо тебе детей своих куда-то отправлять. Можешь и Вопрос тоже. здесь. Чего? Да мне просто жалко, А, а, понимаешь? Не жалко. Не жалко? Мама-то как будет жить без них? Вот. Как? Сами решают, чё, вот пусть плывут и это. А, ну, ты знаешь что? До определенного, кстати говоря, все равно мы воспитываем детей до определенного времени, там, до 18 лет, Они до 21 года, а потом они, да, они, предоставлены сами себе, и они уже сами, используя вот этот вот фундамент, который, как говорится, ты вложил в них, который там я вложила, они и дальше должны, как говорится, плыть по этому. Так, чего там? А, Ничего не понимаю. Ну вот, пока прочитала, уже все уже в этом 9 районе, лучше типа туда поступить, там научат всему. Там на Ох, перекрестке Прохорова и так, строителей там было это ПТУ какое-то. я не знаю. Видишь ли, Вишкраль, а что там было? Да, ну там не было, там есть какое-то ПТУ, по-моему. Ну, у меня давным-давно один из братьев учился в ГПТУ-12. Он там это строителем-монтажником, что ли, учился, что-то там такое. МОСИ, он говорит, МОСИ, может быть. Там тоже никогда я не училась, даже не знаю. Но это, наверное, после того, как я уже уехала, все появилось. Вот. Так что воспитываем мы детей до определенного времени, а потом они получают вот этот вот фундамент, а потом уже они чего там, шарага в девятом. Понятно? Вот так вот. Шарага там в девятом, а ты это самое. Вот. А потом дети уже сами вот этот вот фундамент и используют, как они хотят, так и используют. Как это им удобно, но все равно что-то там остается. Вот. Да. Да, конечно. Ты же и мне вот иногда, знаешь, вот так и хочется сказать. Ну, прям думаю, я сейчас скажу, вот, и я вот сейчас. Но мне, опять же, знаешь, вот это вот воспитание мамино, вот это вот воспитание, оно мне не позволяет, да. Она мне сказала, говорит: "Ты вздумай только себя вести плохо после моей смерти. Я ведь тебе, говорит, это самое, приду, говорит, и настучу оттудова". Вот, я что-нибудь сделаю иногда, да говорю: "Мама, ты видишь, не видишь?" Вот. Так что вот это вот воспитание, она все равно очень глубоко сидит. У тебя, наверное, то же самое? Тебе вот Ну, хочется какую-нибудь я а? я с точки зрения как бы науки всегда подхожу к вопросу. И я О, знаю, что формирование этих нейронных связей в детстве, помимо того, что они формируются очень быстро, они еще, покрываются такой толстой корочкой, которая не разрушается. Поэтому вот дети, как говорят, вот в нацистской Германии,
Мгм. Даже если они лет поучились в нацистской школе, у них вот этот нацизм сидит, ну, сидел до конца их дней. То есть все, что закладывается в детстве, все у нас как бы сохраняется в большинстве своем. Поэтому вот это, особенно, говорят, пик там 9 лет, 9 лет, Мгм. 9, потом 15, как-то так вот говорили, вот нейрофизиолог говорил, что вот эти пики там есть такие, до 9 лет и до 15 лет какие-то такие волны, когда все впитывает ребенок, все, что ему дают. Поэтому я стараюсь атмосферу держать в семье доброжелательной, чтобы Это все очень друг друга, важно. да. И вот чтобы у них навсегда осталось как бы пример, какой должен быть мать, какой должен быть отец, какие должны быть отношения в семье. Да, вот так вот. Так и есть, потому что если ребенок постоянно слышит крики, угрозы, отец бьет мать, это растет больной ребенок. И, в принципе, ты знаешь что? Я еще хочу сказать, что живя в больном обществе, это тоже и взрослого человека очень сильно травмирует. И в конце Конечно. концов, да, и потому что, понимаешь, они вот привыкают вот этому вот хамству, неуважению, и они считают, что это вот все, это предел счастья, вот это правило такое. А это неправильно. Такая жизнь, она неправильна, что тебя не уважают, тебя не ценят. Аклен огот может, огот пагала, мулан килыштага илшижа ветикта веле. Я прямо об этом говорю уже давным-давно, о том, что вот это вот сознание, да, оно очень нужно вот менять. И менять нужно изнутри, и нужно образование вот это вот все менять. Уважать взрослых, трудолюбию учить детей, научиться это самое а, анализировать. Не просто так вот, как тебе сказал учитель, делай и иди. О, ты знаешь, я постоянно делала по-своему. Подвергать, А? подвергать нужно все сомнению. Да, Как вот. В общем, я счастлива, что моими родителями были мои родители. Мена авада начато нуктенет или шлан чен. Ты такая тунуктамадена илен лекташ леш кечкуштат. Перевод, что научили родители правильно. Я говорю, с таким обучением и воспитанием можно выжить где угодно. Не только в Америке, но и в Китае. Но они еще я помню в детстве, они меня научили тому, что я помню, кого-то я так это плохо сказала, и мне отец это самое тут же прямо остановил и говорит, ты это, говорит, заруби себе на носу и, говорит, и запомни. В общем, научили они меня тоже вот этот вот толерантности и уважению человеку любой национальности, вне зависимости там национальности, расы, вероисповедания и всего-всего остального. Там худой, толстый, как говорится, скажем, это слово уберем, аппетитный. Вот, то есть воспринимать как содержание самого человека за нутро. Так, видел, как на порог ДМВ Чунга крутил косяк, наверное, слишком свободно себя он чувствует, а у нас такое я не видел. Но косяк можно чё у нас. что хочу сказать. В Америке оно свобода-то дается, но этой свободой нужно уметь пользоваться. Вот мы тоже все имеем эту свободу, но извини меня, мы же не говорим, вот утром просыпаемся: "О, блин, я свободный человек, да нафиг эту работу. Пешки ляж по шашковым катача". Типа, я не буду это делать. Хай, ты свободный человек, но ты, если ты знаешь, что если ты не пойдешь на работу, ты не заработаешь никакие деньги. Поэтому ты самодисциплина это тоже должна быть. Этой свободой нужно пользоваться. У меня на работе тоже, например, э, свободное дают вот этот вот sick, то есть, больничные, да, вот. Но я этим не злоупотребляла. В свободной стране я знала, что, ну, смысл-то какой, понимаешь? Свобода-то свобода, да, но ведь за тобой все равно наблюдают, все равно смотрят и видят. Ты свою репутацию строишь.
Понятно. Вот. И когда ты потеряешь вот этот вот, а, что там потеряешь? Вот. Когда ты потеряешь вот этот вот уважение, вот этот вот trust, как это переводится-то? Trust? Доверие? Доверие, там снова построить вот это вот доверие очень долго придется. Я что хочу сказать, мы, по-моему, уже с тобой разговариваем сколько? 70 с лишним минут, свыше 1 часа, да? Вот. В общем, детей нужно воспитывать так, чтобы им было хорошо во взрослой жизни, чтобы они научились работать, научились мыслить, научились анализировать, научились а, жить, уважая других и уважая себя тоже. Естественно, это есть определенная планка. Это еще не значит, что я уважаю себя, но типа остальные вообще никто. Ничего подобного. Такие люди тоже быстро, очень быстро найдут свое, как говорится, место. Вот. Так что мы, затрагивая воспитание, затронули и иммиграцию. Вот что там. Лицом банка трасс был Брюс Уиллис. Так что, говоря о воспитании, мы затронули и иммиграцию. В прошлый раз я, кстати, тебя слушала, но уже в записи, про учителей, что кто-то там может позволить. Я скажу, что вот давай мы в следующий раз как раз вот про это и поговорим. Про образование, может быть, в Америке. Вот. Ну, я не эксперт, и поэтому, говорю, детей только вот чему учат, черт его знает там. Ну, как-то ты не интересуешься. Ну, вот пока нет. Ой, а я свой нос сувала. А, я ходила, я директор школы, не потому, что там это самое, вот. Я помню, она историю принесла. Она говорит: "Ну-ка мне расскажи про то, как Советский Союз, это самое, распался". Я ей и рассказала. Говорят: "Ты можешь, говорит, прийти в школу и рассказать это?" Меня просили как человека, который вот пережил вот этот вот Так период в развали жизни. А как разва развалился. как развалился Советский Союз, я говорю, это Либеральными было идеями там это, значит, развалили все. вот. А, я тогда ей рассказывала все. Ну вот из из уст, как говорится, она услышала то, что ту Талант, правду, как говорят. да. Заворачиваться Хоть по будем, что ли? Или как? будем. Вот. Ну, Чалалан Пешкугутау, всем большое спасибо, за то, что вы присоединились к нам и вы, следите, за каналом Димы. Сколько у тебя сейчас там подписчиков? 1330, Там что ща ли? видишь как, он все равно так или иначе немножко туда растет. Так что спасибо большое. Подписывайтесь на Диму. Кто еще не подписался на меня, тоже подписывайтесь на меня. Возаться мой YouTube каналышко. Да, и ешкиндан комментарий дам кодаза, шкиндам искирза, аралза, аклоза, полшуза ваш, порлактерилза, шарназа, Тачаса Кече, Эртен Кая, Ирлалиеш, и Ишандены, Илаш, Лешумба Кажат. Я говорю, что с надеждой на лучшее нужно продолжать жить и дальше. Вот. И я немножко хочу раскрыть некоторые свои секреты. Кто еще не подписался, подписывайтесь. А, у Димы ссылку можете посмотреть. У меня есть видео, "Пеладеш парем Америкаште". Вот там я, Диму, а,
В общем, через через это видео можете найти ссылку на Димин канал, на YouTube-канал. «Праздник цветов в Америке». Вот. Ам, в общем, подписывайтесь на Диму, подписывайтесь на меня, кто еще не подписался. Большое вам спасибо. И в будущем у меня, значит, какие видео? Выйдет видео на тему «С такими родственниками и друзьями врагов не надо». Это одно из видео. Одно видео выйдет Мари Каллак Америкште, и, значит, марийский народ в Америке. В данном случае будет интервью с нашим человеком, который родился в Горномарийском районе, по-моему, он родился, Александр Иванов. В общем, а сейчас вот он живет в Канаде. А, вот интервью будет с ним. Потом у меня будет видео встреча с Бушем, с младшим. Вот. Бугайша Мари Каллак Буштина вошли. Да, мы вошли нам Буштина. Это Буш младший. Я же работала в штате Флорида. Мы Флорида штат, что Курок Мари район, что. Тугелик też, наверное, да. В общем, я работала в свое время, прилично долгое время на штат Флорида в одной из администраций департаментов. И вообще саму работу начала, значит, как раз вот, когда младший Буш работал губернатором. Это младший Буш, Джеб Буш, он будет сыном старшего Буша президента, и младшим братом вот этого вот второго Буша президента тоже, да, да. То есть там был президентом, отец был президентом, потом был сын. А вот этот вот, с кем я встречалась, это, то есть, одному будет сын, младшим сын, а другому будет как бы младший брат. Вот. В общем, да, и с ним я встречалась, очень интересно там история произошла у нас. Ой, не буду все, как говорится, рассказывать эти интересные истории, так что, по-моему, это видео у меня уже запланировано на следующую пятницу. Так что подписывайтесь, пишите свои комментарии, и большое, огромнейшее спасибо, что вы сегодня присоединились на наш прямой эфир. Так что следите и дальше. Живите, как говорится, с миром, любите друг друга, уважайте друг друга, берегите друг друга и берегите окружающих. В общем, цените и будьте здоровы и счастливы. Тажада пиалан лиза Мари Каллак. Кечку штилида ганат, Мариела штилида, аля Америка штилида, аля таш мугай Европа са эл штилида. Ишкинда маскирза ралза, да? Ежда маскирза ралза. Добрый денечек, Эльвира. Привет из школы. Hello, это наша девушка, между прочим, которая американка, она сейчас это Оля, по-моему, написала. Она сейчас отдыхает в Вишкрале. Вот. Так вот. Всем спасибо большое. Я оставлю это в записи, поэтому заходите, смотрите, оставляйте свои размышления. Скажи на прощание, не на прощание, а напоследок. Я? Да, Ну, ты. всем пока. О, какой ты короткий. Вот чисто по-мужски. Что я там в воду в ступе толочь? Все, пока. Да. Видишь, да, это я. Это Оля. Оля, hello и салам, и привет, в общем. Вот, Оля отдыхает. Богатые, а мы уезжаем в Соединенные Штаты. Да. Оля еще до сих пор в Вишкрале. Вот. Всем всего доброго. До свидания. Кто не успел посмотреть, это будет в записи. Смотрите и берегите себя, и пусть у вас все будет хорошо. А на сегодня, как говорится, мы заканчиваем наш прямой эфир. Goodbye. Кугу салам, адакат. Вескана марте. Я Пока-пока. выключу. Пока.